бизнес, всех с нее начинается зачастую государство, да, потому что это основа, которая закладывается с самого детства. На ваш взгляд, взаимодействие России и Абхазии по образовательным вопросам. Что дает одним сторонам и что дает Я думаю, самое главное, что дает наше взаимодействие, это взаимное поление наших систем, культур, потому что, конечно, образование без воспитания и культуры они невозможны. Поэтому я уверен, что мы сегодня работаем вместе на замечательной площадке центра знаний. Это, конечно, удача, уникальная возможность для меня лично, для коллег, услышать из первых уст, что сегодня происходит в России, о чем думают руководители больших организаций, какой вектор задан в развитии системы образования. Потому что сейчас как раз создается стратегия России до 40-го года, стратегия развития образования. И мы будем активно в этом тоже участвовать, в получении приглашения в рабочую группу разработки стратегии. И я вышел с предложением чтобы эксперты Российской Федерации помогли нам тоже создать свою стратегию развития образования. Это будет, конечно, тоже историческое событие, как и в России, у нас такой стратегии пока нет. Но мы делали концепции различные, планы, проекты, а именно стратегический документ до 40-го года. Это, конечно, объемная работа. Нужно подключить наши все самые светлые умы, ученых, экспертов, педагогов, поэтому мы эту работу начнем. И вот это, мне кажется, будет таким большим результатом нашего взаимодействия. Скажите, вот возможность появляется немного для молодежи Абхазии в связи с тем, что взаимодействие углубляется, расширяется, да? Причем не только в образовательной сфере, но гораздо более широкой. При таком взаимодействии, при таком открытом разговоре. Появляется ли возможность социальных лифтов? Да. Что дает это? Конечно. Вот как раз мы вчера обсуждали идею создания конкурса «Лидеры образования». Проект мы тоже предварительно поговорили с Сергеем Сергеевичем в Москве. Создать такой конкурс, платформу для выявления молодых, активных или обязательно опытных руководителей, учителей, которые готовы двигать систему образования вперед, становиться лучше, развиваться. Вот нам нужна такая платформа, такой конкурс, чтобы создать свой кадровый резерв и повысить вообще престиж профессии учителя. В России это удается сделать. Как сегодня нам Сергей Сергеевич напомнил, биологический вуз занимает 2-е место по популярности в России. У нас, к сожалению, пока это не случилось, но мы к этому планомерно идем. И вот как раз сегодня у нас будет возможность у наших учителей и директоров пообщаться с учителями Ставропольского края. Мы пойдем в музей России «Моя история». Я сам тоже давно мечтаю туда съездить, побывать, слышен, и создать подобный музей у нас в Абхазии. Поэтому возможностей море. Наша задача просто их использовать, грамотно их реализовать. Поэтому я еще раз благодарю руководство России, вице-президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Почему по исключению создан маршрут. Благодарю первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Владимировича Кириенко. Только совсем недавно он был в Абхазии, мы много с ним о чем договорились. И как раз приезд сюда учителей, это его рук дело, это его поддержка. Поэтому благодарю Сергея Сергеевича Кравцова, с кем мы тоже эту идею прорабатывали, он нас тоже все этом поддерживает. И уже мы с директором центра «Машук» договорились подписать соглашение, чтобы нашу работу спланировать, пролонгировать, чтобы мы могли сюда приезжать часто, чтобы маршрут приезжал к нам. Антон Владимирович тоже предложил, я с удовольствием это поддерживаю, потому что привезти 1000 учителей сюда сложно, а вот принять экспертов Машука и других организаций мы можем. И я уверен, что это у нас получится. Машук с нами уже дружит. Поэтому я очень благодарен всему коллективу центра за гостеприимный прием, за такое отношение к нам очень чутко, внимательно. Мы это все видим, замечаем, отмечаем, и, конечно же, нет слов достойных, потому что происходит. Не все возможно выразить словами, но мы это докажем делом.
особенно самое главное, что мы сможем реализовать уже в Абхазии. После визита в Петербург мы договорились, да, с моими коллегами провести, может это даже здесь, резюмировать, что самого главного мы вынесли и что будем делать в ближайшую перспективу. Потому что результат — это наши дети, что мы принесем им. Вот, поэтому я уверен, результат будет налицо, вы будете наблюдать, приезжать к нам и записывать интервью уже в школе Абхазии. Спасибо, Инал.